Благодатная почва, обильная зелень и ласковое солнце, почти круглый год озаряющие Абхазию – идеальный приют для американской бабочки. Незримо присутствовала она здесь и прежде, порой сокращая свою численность, но неизменно возвращаясь. Сама по себе бабочка безобидна, но ее гусеницы – настоящая напасть. Ненасытные обжоры, способные довести дерево до гибели. Взрослая самка живет недолго, всего около 2 недель, но успевает отложить до 1500 яиц, и за год в Абхазии может появиться до 4 поколений этих прожорливых гусениц. Бороться с бабочкой надо всеми силами, и владельцы садов, частных приусадебных участков должны принимать в этом активное участие. Есть агротехнический метод, это вот сейчас деревья, которые поражены, вокруг них желательно необходимо собрать всю листву, приложить все усилия, чтобы убрать гнезда поселения на зиму гусеницы, которая окукливается и, превращаясь в бабочку, поражает определенные территории. Надо уничтожать паутинные гнезда, надо прилагать усилия к тому, чтобы уничтожать насекомое физически, потому что обработка химическими препаратами, она иногда обходится нам дороже, чем присутствие этого насекомого. Бабочка не смертельна, не губительна для растений, она тоже только наносит вред урожаю. Белая американская бабочка, словно призрак из-за океана, впервые замаячила над абхазскими землями в 60-х годах прошлого века. Родом из Северной Америки эта многоядная ненасытная гостья обернулась настоящим бедствием. Инвазивный вредитель, она способна оставить без листвы более 200 видов деревьев и кустарников, не брезгует травами, но с особым аппетитом набрасывается на шелковицу плодовые деревья, превращая цветущие сады в безжизненные скелеты. Не менее опасен еще один сельскохозяйственный вредитель – мраморный клуб. Специалисты утверждают, что механический метод борьбы наиболее подходящий в период нахождения клопа в местах зимовки. Это укромные места под корой, в сараях, в гаражах. Клопы малоактивны в зимнее время, потому легко скребать, подметать и уничтожать. Также можно применить феромонные и световые ловушки, которые в некоторой мере облегчают задачу. Мраморный клоп тоже уже в экосистеме Абхазии прижился. У него, скорее всего, появились хищные враги среди насекомых, болезни, и численность мраморного клопа по сравнению с пережитыми годами его всестороннего нашествия, конечно, снизилась. И если надо прибегнуть к химическим средствам борьбы, то Абхазия ежегодно обеспечена всем спектром химических препаратов, и получить химический препарат можно бесплатно, обратившись к руководителю сельской администрации. Специалисты активно разрабатывают методы борьбы с этими насекомыми, однако механический метод остается самым надежным и эффективным. Своевременное выявление и активное уничтожение вредителя – залог сохранения здоровья и растений и предотвращения серьезного экономического ущерба. Кундашова, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.